В минувшее воскресенье футбольный клуб «Алания» переиграл на своем поле назранский «Ангушт». Но не победа стала главной темой для обсуждения. Сразу после матча в соцсетях стали появляться сообщения о том, что сотрудники правоохранительных органов запрещали проносить на трибуну флаги Северной Осетии и клубную атрибутику. Подтверждение тому нашлось и в одном из наших послематчевых интервью с болельщиками. После того, как мы купили билеты, направились в сторону входа, где работники правоохранительных органов остановили нас и сказали, что с флагами мы не пройдем. Флаги у нас были без палок, без надписей. После того, как мы спросили, почему нас не пропускают с флагом, ясного ответа так и не получили. Пытаясь разобраться в ситуации, мы связались с представителями фан-клуба «Аланские барсы» и другими рядовыми болельщиками команды, которые также искали факты таких запретов. Пройдя на стадион, на трибуны, увидел, что нет ребят в шарфах, символики, как обычно бывают, и нет баннера. И уже в ходе матча ребята сказали, что запрещали проносить символику республиканскую, что запретили пронести баннер, в связи с чем такая ситуация сложилась, не объяснили. Ситуация как минимум странная, так как республиканскую символику в Республике Северная Осетия запрещать как минимум странно. Я не юрист, не могу сказать, законно это или нет, но как минимум это странно. Я читал опровержение, якобы такого факта не было. Но я могу это подтвердить, и у меня есть знакомые, которые это подтвердят. Нам сказали, что был дан приказ сверху, якобы не запускать болельщиков с атрибутикой национальной и тех, кто опоздал на матч на более чем на 15 минут. В так называемом законе о болельщиках нет ни слова о запрете к проносу национальных символов республик. Есть пункт, согласно которому на баннерах запрещено использование провокационных или нецензурных надписей, а также использование твердых древок и флагов. Но являются ли флагами шарфы, которые полицейские также не пропускали на трибуну? Изначально в МВД от комментариев отказались, но уже позже, когда возмущение стало нарастать, был проведен брифинг. Главным его посылом стало опровержение заявлений болельщиков в соцсетях. Остальные действия сотрудников МВД были оправданы мерами безопасности. Да, мы все помним неприятные события, связанные с выездом наших фанатов в Ингушетию. Однако стоит напомнить, что на воскресном матче не было ни одного болельщика из соседней республики. Это только связано с тем, чтобы обеспечить безопасность и не дать повод в дальнейшем, чтобы к нам, к нашей республике какие-то высказывания к нашим гражданам высказывали какие-то мотивационные или провокационные поводы, да, чтобы в дальнейшем затронуть тему национальных отношений. Никакую атрибутику никто не запрещал проносить. У нас я сам находился там на стадионе, видел, как заходили наши болельщики со шарфами и в майках нашей команды, и атрибутика там присутствовала от и до. Если такие факты есть, обращения, пожалуйста, мы готовы этих граждан выслушать. Почему в итоге не были пропущены болельщики с флагами, нам так и не удалось узнать. В МВД утверждают, что подобного приказа никто не отдавал и придерживаются выбранного курса защиты в интервью на встрече с болельщиками. Но если учесть, что подобный факт все-таки был, то могло ли это стать ошибкой кого-то сверху, решившего перестраховаться, или напротив, некомпетентность и чрезмерное усердие исполнителей непосредственно на входе? Важно понимать, что, заботясь о безопасности и переживая о репутации республики, нужно не перестараться, выполнив свой долг, но при этом потеряв уважение собственных болельщиков, отметив при этом, что не имеет никакого отношения к запрету на пронос флагов. Правды ради необходимо отметить, что несколько флагов на трибуну все же пронесли. И сделали это преданные болельщики клуба, которых не остановить никакими запретами. Артем Балатаев, Тимур Мазаев, Феликс Макеев, Алан Гасанов, Осетия ТВ.